Здравствуйте, меня зовут Алия, и я являюсь менеджером проекта ByTagShare. Я приветствую каждого из вас на этом вводном уроке. Позвольте немного рассказать о моем опыте и представить вам вводную информацию по нашему онлайн-курсу. В проектном менеджменте я уже более 5 лет, и вместе с командой реализовала ряд проектов по поддержке социально уязвимых групп населения. Работала с такими международными организациями, как Европейский Союз, Фонд Сорос Казахстан, посольство США, компания Chevron. В данный момент Фонд Евразия Центральной Азии реализует не менее важный и интересный проект ByTagShare. Проект реализуется в партнерстве с компанией Chevron. Я надеюсь, что вместе с вами мы достигнем качественных результатов и сделаем значительный вклад в развитие нашей страны. На самом деле вы сделали уже большой шаг, присоединившись на наш онлайн-курс. Этот курс мы подготовили специально для вас, для тех, кто хочет прокачать себя в навыках предпринимательства, в сферах эко и этнотуризма. Позвольте рассказать, что нас ждет на протяжении ближайшего месяца. Программа курса у нас состоит из 8 модулей. Первый модуль посвящен у нас эко и этнотуризму. Вместе с вами мы разберем такие понятия, как эко и этнотуризм, разберем успешные кейсы, а также поймем, как внедрять элементы эко и этнотуризма в уже существующий бизнес. Также мы рассмотрим ожидания клиента от гида или хозяина гостевого дома. Второй модуль у нас посвящен клиентоориентированности. Мы поймем, что это такое, какие есть типологии взаимоотношения с клиентами, какие есть выгоды и принципы клиентоориентированности, а также как высчитывать оценку привлекательности услуг. Кроме того, мы рассмотрим, как повышать нашу клиентоориентированность. После этого мы перейдем к третьему модулю, который посвящен продажам. Рассмотрим такие понятия, как упаковка бренда, упаковка услуг, какие есть товары и услуги в сфере туризма. Дальше мы перейдем к работе с социальным сетям. Рассмотрим, какие бывают социальные сети, для чего они нужны, как привлечь новых клиентов, а также как создать контент-план. После этого мы перейдем к созданию контента, то есть рассмотрим основу мобилографии, а также создание визуалов. Дальше мы перейдем к работе с онлайн-сервисами, а именно Booking, TripAdvisor, Тугиз, Google Maps, а также WhatsApp Business. Седьмой модуль посвящен финансам и отчетности. То есть мы рассмотрим, как можно планировать и вести бюджет, как реинвестировать в уже существующий бизнес, какие отчеты сдавать для владельцев ИП, а также ТО. И у нас будет последний модуль, который посвящен проектному менеджменту. Мы рассмотрим, что такое проект и разработка проекта, как привлекать дополнительные инвестиции и как решать проблемы населения с помощью гражданских технологий. Важно отметить, что кроме теоретической части, также нужно будет выполнять практическую часть. А именно, после каждого модуля необходимо выполнять домашние задания. Выполненные задания вам нужно будет отправлять на электронные адреса организаторов проекта. В заключение хочется отметить, что именно вы являетесь нашим главным героем. Уверена, что совместными усилиями мы воплотим лучшие идеи в жизнь и направим вектор развития в нужную сторону. Я желаю каждому из вас успехов на этом пути. Увидимся на следующем уроке.